это было. И все равно это было что-то немножко другое. Колпакова. В ее классе все балерины так не похожи. Одной системой воспитанные, но ее система позволяла раскрыть индивидуальность балерины, усилить все ее природные качества. Уланова, Семенова, Шелест, Колпакова, Кургавкина, они все такие разные. Кургавкина, вот ее все время. Это блинчики называется. Блинчики. Ваганова, как рассказывал мой педагог, она учила, что усвоить, взять это, да, но дальше иди сама и развивай, размышляй, и чувствуй свое тело, все через себя пропускай. Вообще вагановская школа развивает прежде всего голову. А это основное для балерины. Если в вагановском уроке не работает голова, никто не сможет этой системой пользоваться. В 1934 году, когда Вагановой исполнилось 55 лет, выходит в свет ее книга «Основы классического танца». Она много раз переиздавалась и до сегодняшнего дня остается той единственной азбукой, в которой продолжают обучаться все, кто связал свою жизнь с классическим балетом. Главная задача была Вагановой систематизировать процесс обучения, потому что до этого все балерины учились не по одной системе. Как бы это была русская танцевальная школа, но кто-то брал уроки у Чикетти, кто-то занимался с Йогансоном, все-таки это датчане, да, это датская какой-то налет, это итальянская школа. А вот там кто-то брал уроки у Пятипар, а она взяла и вот это все собрала, описала в своей книге. Подобно тому, как слова составляются из отдельных букв, так и всякий классический танец состоит из ряда элементов. Каждому будущему танцовщику эти элементы необходимо изучить и хорошо усвоить. Понимание, как начать и как, собственно, выстроить балетное образование, это принадлежит ей, этого больше никто не сумел сделать. Рассчитано все и по годам, и по нагрузке. Разное построение тела, разные пропорции, мышцы, у кого-то более длинные, у кого-то более короткие. И вы можете, допустим, не идеальную ногу, но вы ей даете такое направление работы мышц, что нога за 8 лет, 9 обучения превращается в изумительно красивый инструмент, который потом начинает разговаривать просто. Сесон по диагонали в первом арабеске. Открытую ногу надо сохранять неподвижной. Это трудно делать, очень трудно. В 1931 году Ваганову приглашают занять пост художественного руководителя балета Государственного академического уже не Мариинского театра. Эту должность занимал когда-то Марис Пятипар. Она сменила на этом посту выдающегося